1954 году, 70 лет назад, было образовано Министерство культуры Якутской ССР. Это было яркое, динамичное время больших преобразований, выполнения 5-го пятилетнего плана развития народного хозяйства СССР после окончания Великой Отечественной войны. Тогда по всей стране усиленным темпом шло повышение материального благосостояния населения и выстраивалась всеобщая система новой социальной реальности. На новое Министерство Якутии были возложены руководство и контроль за деятельностью учреждений кинематографии, искусства, культпросвета, издательского дела, книжной торговли, охраны памятников истории и искусства. Также новое ведомство теперь курировало работу полиграфических предприятий, средних специальных учебных заведений, детских художественных и музыкальных школ, союзов художников, композиторов и писателей Якутии. Но главной задачей созданного министерства являлось формирование в республике крепкой системы культурно-просветительской работы, сети народных библиотек, клубов, читален, где будут проводиться лекции, беседы и агитконцерты. И первым министром культуры был Попов Герасим Васильевич. На его долю выпала именно организация системы управления культурой в 60-е годы, когда работал Герасим Васильевич, потом Ефремов Гаврил Алексеевич, и потом работал Климентов Дмитрий Дмитриевич. Шло активное строительство домов культуры. Клубная система, библиотечная система вместе начали работать. Имея такие мощные предпосылки, выросшие из уст самобытных сказителей народного эпоса Лонхо, народы Якутии быстро взрастили своих классиков в разных сферах искусства. Многим деятелям культуры в эти годы были присвоены высокие звания. Народного артиста СССР Дмитрию Ходулову и Василию Местникову, народной артистке РСФСР Анне Егоровой, заслуженным артисткам РСФСР Февронии Баишевой, Галине Кривошапко, Анастасии Лыткиной и Надежде Шепелевой, заслуженному деятелю искусств РСФСР Терентию Амосову и Гранту Григоряну. А народные сказители Лонхо пользовались громадным уважением народа и состояли в Союзе писателей Якутии. Вот вспомним 1957 год, когда впервые в Москве были проведены Дни литературы и искусства Якутии. Тогда впервые в Москве был показан музыкальный спектакль «Нюргун Батур стремительным», и это было триумфом якутской культуры. И с тех пор каждый юбилейный год вхождения Якутии в состав российского государства эти дни проводятся. И вот эта линия Лонхо, она продолжается по сей день. В год столетия государственности Республики Саха-Якутия Саха-театр вновь вывез в Москву свою оперу Лонхо «Нюргун Батур». Триумфальный показ национального эпоса на сцене Большого театра еще раз стал свидетельством творческой зрелости литературы и искусства якутского народа. А тогда, в начале пути, в крупнейших советских издательствах были изданы 13 книг якутских авторов, в том числе произведения Николая Золотарева-Якутского, Семена Яковлева-Эрель-Кристина, Семена Сафрона-Даниловых, Серафима Кулачикова-Лея, Ивана Гоголева-Кындыла, Петра Табурокова и других. Какие были старики у нас? Ходулов, Слепцовы, Петрова, Савин, все. И как я счастлива, что я у них с ними рядом, и у них чему-то я училась. Какие писатели у нас были, да? Еще начиная с Аюнского, Колоковского, Алампа, еще Соронова, Ланини, братья Семена и Сафрон Данилове. Как хорошо, и плеяда вот. В середине 60-х годов были переведены на русский язык и изданы уже десятки лучших произведений якутской литературы и фольклора, знакомившие с бытом, культурой и историей якутского народа. Число штатных работников учреждений культуры республики составляло тогда уже более 7 тысяч человек. Однако многие не имели специального профессионального образования. Министерство культуры планово направляло талантливых якутян на целевое обучение в центральные вузы страны. В Якутии кузницей кадров культуры был тогда и остается по сей день Якутский колледж культуры и искусств имени Аграфены Макаровой. И эти традиции мы по сей день продолжаем. Был ряд вопросов перейти в Министерство образования, но все творческая интеллигенция, наши педагоги, ветераны преподаватели, они все изъявили желание остаться в Министерстве культуры и духовного развития. Действительно, мы имеем много отличий, много профилей. Это и библиотековедение, музееведение, народное художественное творчество, которое понять
могут только те люди, которые работают сегодня на ниве сферы культуры и искусства. С самого начала своей деятельности Министерство культуры приняло решение к почти полному обновлению педагогических составов своих учебных заведений. Также были ужесточены и строго соблюдались требования к абитуриентам. Благодаря всем этим мерам обстановка в учебных заведениях улучшилась, повысился профессиональный уровень выпускников. К концу 60-х в министерстве уже была выстроена довольно четкая структура, намечена линия развития всей отрасли. Когда уже работал, например, Ефим Николаевич Васильев, так, Иван Данилович Черов, Светлана Ефимовна Николаева, да, это период, когда вот именно расцвет советской власти, когда началось строительство больших у нас дворцов культуры, да, и мы должны отдать должное, что именно 70-е, 80-е годы, когда мы говорим, что это был советское время застоя, наоборот, у нас в культуре, искусстве шел подъем, так, когда у нас строились именно такие капитальные дворцы культуры, каменные, да, и строились, вот, появлялись новые объекты даже в районных центрах. Поэтому наши первые министры фундаментально, основательно работали и основали именно ростки, фундамент развития культуры и искусства нашей республики. Начиная с 70-х годов, республика достигает наиболее значительных успехов во многих областях, но наиболее заметным становится рассвет в области культуры. Коллектив первого профессионального русского театра имени Пушкина в 70-х годах достиг наивысшего взлета творческих стремлениях и с большим успехом гастролировал в Белорусской ССР. Первый съезд художников Якутии собирают у себя творцов со всего Зауралья. В крупнейшем союзном издательстве выходит в печать третья за годы советской власти антология якутской поэзии. А Якутский музыкально-драматический театр разделяется на два самостоятельных театра – драматический и музыкально с концертно-эстрадным бюро. Возвращаются домой из центровузов одухотворенные молодые специалисты. Суриковское учились, вот тот же Бунхалов, те же вот скульптора. Потом Онегина Ильина училась, Трапезникова училась. В физкультурном отделении закончил Алексеев, Аркадий Алексеев, который говорил, вот приеду в Якутск и буду совершенно новые песни писать. Ну, так и получилось. А из Решетникова училась, Мария Евсеевна Николаева. Ну, а потом приехал в 1976 году из Свердловска Иван Степанов, да, Конечников Семен. В общем-то, они сделали культуру, подняли на уровень, да? В октябре 1975 года крупнейшая Якутская республиканская библиотека имени Александра Пушкина исполнилось 50 лет. В 1978 году на базе Якутского концертно-эстрадного бюро создана Якутская государственная филармония. И в этом же году создан Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера имени Емельяна Ярославского, а районные музеи преобразованы в его филиалы. Будучи филиалами нашего объединенного музея, музейная работа в этих музеях намного улучшилась. И мы в всесоюзном смотре отделов советского общества, посвященных 60-летию СССР, заняли второе место. В 70-е годы я считаю, что у нас был расцвет такой культуры. Вот, например, наши графики гремели, Афанасий Петрович Монкалов, Валериан Васильев и другие. Они получили государственную премию Российской Федерации. Афанасия Николаевича Осипова, он стал академиком. Наши писатели, наши театры строились новые памятники и так далее. А в музеях, настоящий бум был. Начало 80-х годов ознаменовало строительство нового здания для театра оперы и балета. Новоселье отметили музыкальное, художественное училище и литературный музей имени Аюнского. Значительно расширилась сеть детских музыкальных школ. К 1983 году число участников художественной самодеятельности достигло 45,5 тысяч человек. Настоящим триумфом десятилетия стало получение Сахатеатром в 1986 году Государственной премии СССР за спектакль «Желанный голубой берег мой». Знаете, в нашем театре работают плеяда актеров, которые отучились в Щепкинском высшем театральном училище.
И очень отрадно, что наш театр через 20, через 15 лет отправляет новых студентов, чтобы они отучились именно в Щепкинском училище профессионально, чтобы закончили и работали в нашем Сахатеатре. И работники свет, звук, постановочная часть, художественная часть, очень профессиональные специалисты. Поэтому мы гордимся, благодарим нашему Министерству культуры, потому что они очень плодотворно, организованную работу ведут с нами. Насчет учебы, насчет специалистов у нас проблем такого нету. Конец 20 века является новейшим периодом в истории Якутии и временем становления государственности Республики Саха-Якутия. И в эти сложные переходные годы культура и искусство республики неизменно связаны с именем Андрея Савича Борисова, который 24 года возглавлял Министерство культуры, а с 2014 года Министерство культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия. Вот говорят, что за эти 24 года появилось 24 учреждения. Да? Конечно, чуть-чуть это перевеличивает, потому что наверное, третья часть этих учреждений – это переименование, переформатизирование. Такое. Например, театр оперы и балета был музыкальным театром, стал театром оперы и балета. Но такие учреждения, как, например, Сахафилим, такие как цирк, такие как Высшая школа музыки, не говоря уже о артистическом институте, Мирницкий театр, театр Аланхо, филармония, ансамбль танца стал театром танца, эстрадное направление у нас стало театром эстрады и театром малочисленных народов. В те времена мы должны были догнать общероссийский, общесоюзный даже уровень, когда у многих национальных, по тем временам автономных республик, потом республик, у них все это было. А у нас всего этого не было. Вот представьте, какое время это было. В результате процесса профессионализации отдельных форм национального искусства стало создание Национального театра танца, Высшей школы музыки республики, Государственного театра юмора и сатиры, Республиканского хореографического училища, Государственного цирка Республики Саха-Якутия, Государственный театр коренных малочисленных народов Севера, Государственный вокальный ансамбль Туймада и Мирнинского театра. Также возникли совершенно новые по своему содержанию Музей музыки и фольклора народов Якутии, Музей Хамуса, Оленёкский историко-этнографический музей. Огромный импульс получило образование в сфере культуры. По указу первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева был создан Арктический государственный институт культуры и искусств. В эти годы особенно активизировался интерес населения к истории своего края, к национальной культуре, к этнографии. Все это отразилось на расширении музейной сети и развитии сети библиотек из 543 учреждений, возглавляемой Национальной библиотекой Республики Саха-Якутия. Республика Саха-Якутия признана территорией книги и чтения. Есть такое, скажем, почетное звание, да? Это федеральный конкурс, который называется «Самый читающий регион». Первый год мы стали лауреатами, второй год мы стали победителями. Участвуют все субъекты Российской Федерации. В те времена, по-моему, 85 субъектов было. Все там участвуют, борются в этом конкурсе. И Республика Саха-Якутия стала победителем. А на следующий конкурс нам уже присвоили звание территории книги и чтения, которое навсегда останется с республикой и показывает, что люди, якутяне, любят читать, и библиотеки к ним близки. Помимо традиционных государственных культурных заведений, в этот переходный период появляются совершенно новые для культуры республики творческие объединения. Кинокомпания «Сахафилим», профессиональная студия звукозаписи, открываются негосударственные, частные кинотелестудии. По сегодняшний день через Министерство культуры, Министерство образования проходит программа, по которой мы подготавливаем специалистов, которые работают в нашей сфере, в кинематографии. Помимо этого, открылась целая кафедра в АГИКи для подготовки именно специалистов кино. И не только в АГИКи, еще в колледже культуры и в художественном училище тоже открыли направление, связанное с кино. Это говорит о том, что в нашей республике в этом видят особую перспективу. Поэтому кино нашей республики имеет перспективу. Оно сегодня есть. Есть планы для развития. И благодаря всем этим усилиям оно станет лучше. Еще в 2009 году в республике было утверждено звание «Народный мастер Республики Саха-Якутия».
А в 2012 году был учрежден республиканский праздник народного мастера, который ежегодно отмечается 5 марта. В этот день в Якутске проходит шествие народных мастеров в национальных костюмах. А в рамках Российского дня народных промыслов глава региона Александр Сергеевич Николаев вручает хранителям народных ремесел именные стипендии. 256 человек носят высокое звание «Народный мастер Республики Саха-Якутия». Это все при поддержке нашего Министерства культуры и духовного развития. За все эти годы поддерживал, развивал народное прикладное искусство нашей многонациональной республики. И сегодня свыше 5000 человек занимаются народно-художественным промыслом. С 2014 по 2018 годы Министерством культуры и духовного развития республики руководил Тихонов Владимир Иванович. В 2016 году под ведомство Минкультуры входят Национальный архив Республики Саха-Якутия и Национальный центр аудиовизуального наследия народов Республики Саха-Якутия имени Ивана Жараева. Кроме этого, под крыло министерства вступили муниципальные и ведомственные архивы. История Якутии становится неотъемлемой частью культуры. Цель архивов – сохранить историю, сохранить события, закрепить какие-то факты именно на материальном носителе в виде информации, в виде текста. Это может быть, конечно, и звук, и какое-то изображение. То есть создается такая цепочка. Произошло событие, затем мы зафиксировали его, прошло какое-то время, обычный документ из оперативного стал архивным документом, и когда мы к нему обратились, по этому документу мы должны восстановить то событие или факт, который мы в свое время зафиксировали. И таким образом подтвердить то или иное событие. Вот архивы – это их цель – зафиксировать то, что происходит, с тем, чтобы потом восстановить. Еще в 1989 году в Якутске был проведен Всероссийский молодежный фестиваль народов Севера. В нем приняли участие делегации 16 областей, краев, автономных республик, представляющих 26 малочисленных народов севера страны. Фестиваль сыграл огромную роль в укреплении и расширении связи между народами, повышении внимания к проблемам севера. Сегодня центром сохранения духовных ценностей самобытной культуры является Государственный театр коренных малочисленных народов севера, созданный указом главы Республики Саха-Якутия Егором Афанасьевичем Борисовым. Вот сейчас проходит прогон, репетиция спектакля в часе режиссера Сергея Потапова. Мы работаем на языке 5 коренных малочисленных народов Севера. Это эвены, эвенки, юкагиры, чукчи, долганы. Здесь находятся, размещаются все наши ассоциации коренных малочисленных народов Севера. Стараемся проводить совместные мероприятия. У нас внизу есть обрядовый зал, где мы проводим обязательно обрядовые действия. Очень много планов. Они будут воплощаться, потому что, прежде всего, нужна поддержка. А поддержка от кого, конечно, от нашего учредителя. Мы это чувствуем. С этого года в первое воскресенье декабря в республике будет отмечаться День национальных культур. Организация мероприятий с целью поддержки дружбы народов, создание условий для свободного выражения духовности – все это уже 70 лет является важной частью работы Министерства культуры и духовного развития Якутии. Министр – это просто принимающий решение центр. Для того, чтобы принимать решение, надо знать, что этот отдел или этот сотрудник выполнит ваше решение. Вот в этом есть уверенность, и в этом есть успех каждого состава министерства, каждой команды. Мне повезло. Я в 2018 году стал министром культуры, и 2018 года, 2019 год началась реализация по Российской Федерации национального проекта культуры. Арсений Сергеевич своим поручением в региональную часть нашего национального проекта внес предложение, и поручение его исполнено в Намцах, Барагонцах, в селе Майя. Мы внесли 3 дворца. В Вилюйске, в Сунтарах, а в Нюрбе еще и театр, драматический театр. Вот это вот мне повезло за годы работы. Мы сделали огромное количество капитальных строек в команде главы нашей республики, которые людьми же ценятся. За последние 5 лет в республике введено 43 объекта культуры. Улучшена материально-техническая база 139 клубов. Проведен капитальный ремонт в 19 учреждениях культуры. Создано 14 модельных библиотек. Оснащено музыкальными инструментами 18 детских школ искусств. Значительно возросла посещаемость культурных мероприятий. Это Дом народного творчества в селе Аппаны Намского района.
который на сегодняшний день является одним из самых передовых, лучших учреждений нашей республики. Строительство новых зданий, оснащение их аппаратурой, оно дает нам большие надежды, что наша сфера будет процветать. И, как известно, последние годы перед сферой культуры поставлена важнейшая задача – это участвовать в воспитании подрастающего поколения, которое будет строить нашу страну, нашу республику. И понятно, что если в красивое здание приходят, занимаются и ощущают себя очень хорошо, да, и это перспектива. Важную роль в воспитании подрастающего поколения, сохранении и продвижении культурного наследия России и регионов играют мультимедийные парки «Россия. Моя история». Мультимедийный формат подачи информации делает этот опыт увлекательным и доступным для самой широкой аудитории. Есть ведомства, которые видят в нас ту точку развития, которую хотелось бы приобрести в свой, так сказать, арсенал. Мы всячески этому, как говорится, противостоим, потому что считаем, что ресурс, вот такой творческий, такой вот креативный ресурс наших сотрудников, он может по максимуму быть реализован именно в учреждении культуры. И мы с радостью это отмечаем, что Министерство культуры, наше родное министерство, дает нам полную свободу действий в плане наших творческих активностей и поддерживает все наши начинания. Последние десятилетия произошел невиданный ранее скачок в развитии культуры Республики Саха-Якутия. Появился реальный исторический шанс полноправного вхождения духовного опыта народов нашей республики в мировое культурно-информационное пространство. Признание эпоса Олонхо нематериальным шедевром и вхождение его в репрезентативный список культурных ценностей человечества приумножило мировую культурную сокровищницу. Но искусство будущего, оно делается по лесенке, по одной ступеньке вверх. Оно придет невидимой рукой мастера. И наша общая задача – передать вот эту ценность, которую мы сегодня ценим, самая высокая ценность, следующим поколениям, чтобы оно было опорой для дальнейшего достижения. И вот то, что у нас хранится в художественных музеях, краеведческих музеях, храним аудиовизуальное наследие достижений нашей оперного искусства, голосов, звучания. Это все есть искусство будущего. И вот наступил тот момент, когда все то, что было накоплено за эти 70 лет, начало просветительское, надо было создавать хотя бы начальный этап инфраструктуры культуры. Потом наступил 90-й год, второй этап, когда надо было всю эту инфраструктуру развить и создать новые направления. А сегодня наступил третий этап развития нашей республики. И наш глава нашей республики, Александр Сергеевич Николаев, он это очень остро и предчувствует востребованность будущего. Для сохранения устно-сказительной традиции и защиты устных памятников эпического наследия предусмотрено строительство и функционирование двух важных объектов – театра Олонхо и Международного центра Олонхо. Эти два объекта вошли в совместное коммюнике между ЮНЕСКО и Республикой Саха-Якутия. Благодаря историческому решению главы Республики Саха-Якутия Айсена Николаева начато строительство Арктического центра эпоса и искусств. Глава республики перед нами поставил, чтобы этот центр стал именно арктическим центром, который будет работать на Дальний Восток, на Арктику, да, и это должен быть именно центром, где должны приехать и выступать, например, любые народные коллективы, народные театры с районов республики, так, с любых регионов, и представляли бы многонациональный народ республики и России. Сакральная география обширных арктических территорий Якутии рождает предчувствие нового этапа развития культуры Северной Республики. Приближение искусства будущего зависит сегодня от усилий руководства республики, общественных организаций, ученых и всех жителей многонациональной Республики Саха-Якутия.